Добрый вечер. Это программа «Якутия в деталях» и Ирина Ефимова. Как считают специалисты, дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы. Ведь именно в это время закладываются основы личности, которые определяют характер будущего развития ребенка. Комплексный подход к развитию детей дает возможность не только для умственного развития, но и для гармоничного и эмоционально безопасного перехода на следующий этап обучения, то есть в школу. И с сегодняшним гостем, с Юрием Семеновым, руководителем лаборатории детства Целевого фонда будущих поколений, поговорим о том, как помочь маленькому человеку получить знания и развиваться. Юрий Иванович, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, для начала давайте расскажем о проекте вообще, да, что это за лаборатория детства, как появилась идея ее создать, какие задачи стоят. Да, надо прежде всего сказать, что это идея, инициатива первого президента нашей республики. В 2019 году мы в республике проводили большой форум, посвященный именно дошкольному образованию. Там Михаил Ефимович предложил продолжить системную политику, государственный подход в развитии детства и начать вот с самого, в науке называется, сензитивного периода развития человека, когда формируется его мозг, основы его характера, вообще вот те главные функции, которые вот обеспечат в дальнейшем всю, скажем, успешность жизни человека. И эту идею поддержал Целевой фонд будущих поколений нашей республики. Мы долго прорабатывали с ведущими учеными нашей республики и страны. Мы подключили Академию, Российскую академию образования, Московский госуниверситет. И с этой инициативы пошли главе нашей республики Арсений Сергеевич. Арсений Сергеевич поддержал. Из 2001 года мы ведем большую планомерную работу именно с точки зрения науки, как и говорил Михаил Ефимович, наш первый президент. Поэтому эту лабораторию с тех пор возглавляю я, как руководитель Николаев Центра библиотеки архива первого президента. Ну, вот такое, это некоммерческая деятельность, где мы не говорим про зарабатывание денег, мы не говорим про какие-то коммерческие проекты, мы говорим именно о системном научном изучении современного ребенка и условий, в которых он развивается. Потому что все учебники, все программы, которые написаны были до того периода, когда мы начинали этот проект, они были на основе тех фундаментальных изучений природы ребенка и окружающей среды, которые проводили в 60-х-80-х годах 20 века. То есть сегодня мы живем совершенно в новых условиях, где прежде всего проблема цифровизации, той среды, в которой он живет, тех быстрых процессов, изменения детско-родительских отношений. И все это изучить и описать с точки зрения науки, что есть сегодняшний ребенок, какие факторы влияют на его развитие и как, самое главное, гармонично развивать его в тех совершенно других социокультурных условиях, которые есть. Об этом проект лаборатории детства Целевого фонда будущих поколений, который должен привести реальную науку ведущих институтов России к нам для развития нашего ребенка в Республике Саха-Якутия, чтобы он здесь жил, развивался и работал в будущем как гражданин этой счастливой, громадной республики. Ну, то есть работа на будущее. Да, работа на будущее. Это большой проект, и его поддержал Московский госуниверситет, академик Зинченко, академик Веракса. И вы знаете, мы очень гармонично влились в единственный в России большой лонгитюдный федеральный научно-исследовательский проект, который называется «Растем вместе». Наша часть называется «Растем с Якутией». И буквально в этом году выйдет, наверное, самый большой фундаментальный труд современной России, 700 страниц, над которым работала практически большая группа Российской академии образования, Минпросвещения и ученые Республики Саха-Якутия. Называется «Феноменология современного детства». То есть это вот то описание ребенка, которое есть. И там наша якутская часть тоже достаточно большая. И вот в январе впервые, наверное, на федеральном рынке вышло издание о играх. Мы, когда говорим о детях дошкольного возраста, мы их развиваем только на основе игр. Там нет уроков, там нет лекций, там нет семинаров, там все в игровой форме, потому что мы говорим о детях 2, 3, 4, 5, 6 годах. Да? И представляете, наши национальные якутские игры стали примером, вообще одним из лучших примеров развития моторной динамики. Это вот хабылык, хамыска, хамыска и так далее, кылы и так далее, ну, разные виды. Да? Они вошли вот в федеральный, так скажем, учебник, и он сейчас по всей Российской Федерации продается как пример вот развития
регуляторных функций детей. То есть прям рекомендуется по всей стране играть в якутские игры? Да, в том числе играть в якутские игры. Там нет других никаких национальных игр. Там вообще дается понятие, что игры должны быть, и что именно в игровой форме. И вот одним из таких самых хороших примеров это является якутская национальная игра. Это небольшая брошюра, 70 с лишним страниц, и там вот посвящено в том числе якутской игре. Это вот на основе тех научных трудов, которые мы доказывали, обосновывали, изучали, и российская наука знает, что есть якутские ученые, и можно их трудами воспользоваться. Это большой, на самом деле, труд, потенциал, который показывает в том числе мудрость нашего народа в развитии своих детей. Это уникальный фактор, я считаю. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. То есть, если я правильно поняла, это больше научный проект, да? Больше научный проект, но тем не менее у нас большая часть практическая, потому что наши задачи, которые перед нами поставил и фонд, и руководство республики, на основе научных знаний разрабатывать реальные программы, учебные пособия, механизмы, которые бы позволили детям республики развиваться. Так, благодаря этому мы впервые в Российской Федерации первыми разработали парциальную программу патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, которое называется «Родничок». И мы первые в России прошли экспертизу, потому что она была научно обоснована полностью. Мы получили рекомендацию Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. И сейчас эта программа уже практически во все дошкольные учреждения республики потихонечку начинает входить. Я рекомендую всем ее взять, потому что единственная на сегодняшний день полная программа, по которой можно обучать детей, в том числе вот именно в основе которого стоит патриотическое воспитание социально развитой, гармоничной личности с дошкольного возраста. Это Но это все рекомендательный характер, да, ваши? Конечно, все рекомендательно. У нас нет такого постулата, потому что, да и вообще в системе образования. Вот я хотела спросить, для детей дошкольного возраста вообще есть какие-то установленные общие федеральные программы? Есть. Сегодня в Российской Федерации формируется единое суверенное образовательное пространство, и мы знаем, что дошкольное образование является первой ступенью общего образования, и поэтому все детские сады обязаны работать по федеральной образовательной программе дошкольное образование, но Российская Федерация, учитывая национальный, региональный компонент, 40% детские сады регион формирует самостоятельно, потому что есть языки, есть культура и так далее, но идеологическое, основное, что должен знать, понимать, учить, знать ребенок в определенном возрастной категории, это все определено в федеральном государственном стандарте и федеральной образовательной программе. Поэтому я обращаю на это особое внимание. Все дошкольные учреждения в республике должны работать именно по федеральной образовательной программе дошкольного образования. Ну а 40% они формируют сами. И здесь эти 40% очень хорошо и гармонично развивает наша парциальная программа, которая называется «Родничок. Патриотическое воспитание», где о республике Саха-Якутия, о родной семье, о родном языке, о родной культуре и так далее говорится, и как это легко и грамотно можно преподавателю, педагогу, то есть воспитателю преподнести своим детям. А насколько вообще вот подход к обучению детей, которые у нас в садике ходят в Якутии, да, должен отличаться от детей жителей других регионов? Вы знаете, вот я работаю в большой исследовательской группе всероссийского проекта, 17 регионов, большие ученые. Вы знаете, наши детские сады очень большие молодцы. Я вообще восхищаюсь воспитателями детских садов республики. То, что наша республика годами выработала, выстрадала вот эту замечательную методику, она очень хороша. Конечно, у нас есть своя специфика. У нас очень хорошо работают с родителями, по крайней мере, стараются, в отличие от всех других субъектов федерации. У нас очень хорошо привлекают отцов. Вы знаете, есть Лига отцов, Совет отцов. Когда мы рассказываем, показываем другим субъектам, вот был Всероссийский съезд Российской Федерации, и мы когда говорили, да люди были в шоке, что ваши отцы неужели ходят, да мы никогда в жизни их даже и не видим, а у вас ходят, еще проводят какие-то занятия, чистят снег и много-много
много другое, полезные действия, они восхищаются. Конечно же, у нас очень много национального, у нас есть свои проекты, музыка для всех, рисуем все, шахматы и так далее, спорт. И этого нету в других. Комплексное развитие. Комплексное развитие, гармоничное Юрий Иванович, у развитие. нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Алло, добрый вечер. Вот у меня есть вот такой вопрос. К какому специалисту можно обратиться для того, чтобы вот ребенка подготовить к школе? Он у нас, ну, такой невнимательный, слегка рассеянный, но очень такой сообразительный. Как нам вот сконцентрировать его внимание, и можно ли это сделать в домашних условиях? Можно сделать, можно сделать. Видите, какая хорошая мама звонит, которая беспокоится, заботится. Это очень важно. Вот все родители должны понимать, что самый первый педагог, и педагог всю жизнь, и по образу и подобию которого человек растет, это родитель. Тот родитель, который своим примером показывает, он самый хороший родитель. Не говорит, как правильно, а именно примером показывать. И отвечая на вопрос, я хочу сказать, прежде всего обратитесь к педагогу, психологу вашего дошкольного учреждения, пусть он проведет соответствующие тесты, если ваши опасения в том, что может быть какая-то рассеянность, неумение сосредоточить внимание есть, он подскажет вам какие-то механизмы. Конечно, есть много различных платных у нас в республике, это очень развито, так же, как в отличие от других субъектов, у них нет такого, вот можно к ним обратиться. А есть очень хороший федеральный институт здоровья, институт развития здоровья и адаптации ребенка. Там прям есть на сайте у них методические рекомендации, как развивать регуляторные функции. Как вот буквально в марте должны быть курсы для родителей, которые вот помогают своим детям вот сосредоточиться на тех или иных аспектах. Это вот, я думаю, вот этот курс вам очень хорошо поможет. Ну и вот пообщайтесь с педагогами. Никогда не забывайте, что педагоги – это специализированные люди, имеющие высшее образование, и они всегда вам в этом помогут. Это раз. Второй момент, вот очень важную тему затронула. Да? Раньше мы считали, что вообще успешный выпускник детского сада, школы – это высокоинтеллектуальный ребенок. Сегодня же наука говорит, что это лишь продукт того, что ребенок умеет регулировать свое поведение. Сегодня во главе угла воспитания успешного человека, личности, является воспитание в нем регуляторных функций. Это что такое регулятор? Это умение регулировать свои эмоции, свое поведение. Так это порой и взрослым нужно. Вот, но это самый благоприятный возраст, это дошкольный возраст. И здесь, как это с помощью здесь? Это с помощью игры, с помощью спортивных мероприятий. Ребенок с самого детства, вот и мамочке тоже говорю, он должен понимать, что есть правила, что есть надо, что есть вещи, которые необходимо вовремя выполнить. Это можно сделать с помощью игр, можно сделать с помощью спортивных мероприятий. Играя в баскетбол, ребенок прекрасно, ну, в школьном возрасте, да, ребенок прекрасно знает, что он не должен делать вот это, не должен А делать есть же вот это. такой знаменитый подход японский, когда до 5 лет, ну, японский и корейский в частности, ну вот азиатский, так скажем, подход, когда ребенок до 5 лет или до 7 даже лет, ему ничего не запрещают вообще, вот, а дисциплина начинается уже потом. Ну, у них и много суицидов, огромное количество суицидов, это не когда ломается система, все должно быть гармонично, спокойно и так далее. И знаете, золотое правило в педагогике – строгость и последовательность. Любить своего ребенка – это не означает вседозволенность, купить ему все, обмазать его джемом, вареньем, и вот он сидит, ничего не делает. Нет, любить своего ребенка, заниматься с ним, воспитывать его. И вот вы знаете, А баловать до скольки можно или вообще нельзя? баловать всегда можно. Вопрос не в этом. Вопрос, еще раз говорю, строгость и последовательность. Но это не означает, что ты ему все запрещаешь. Нет, вы должны жить гармонично. И вы знаете, наши исследования показывают, вы не поверите никогда, что дети безработных родителей намного когнитивнее и выше интеллектуальны, чем дети обычных родителей. Потому что эти Общаются, родители с ними дома сидят, общаются, разговаривают. смотрят, мониторят и так далее. Дети, живущие с бабушками, с дедушками, еще больше развиты. А дети, живущие с дедушками только, еще более развиты. Знаете почему мы исследуем этот вопрос? Потому что дедушки не сюсюкаются, дедушки разговаривают как со взрослыми детьми. Мы наблюдали 27 таких семей, смотрели, как дедушки общаются и так далее. Мы
уговаривали очень долго, кстати, чтобы дедушки разрешили, чтобы мы могли понаблюдать за этим процессом. И вот именно когда ты к ребенку относишься как к личности, а не сюсюкаешься с ним, разговариваешь нормально, и логопедических проблем нет. Наши исследования убедительно доказывают, что дети, которые сидят очень много за телефоном, за планшетами, за компьютером, у них логопедические проблемы, у них проблемы с концентрацией внимания. Резко отнимать тоже нельзя. Вообще телефону до 3 лет надо запретить, потому что вот те дети, которые, ну их совсем мало, где-то 16-17 тоже детей, мы наблюдали из более чем 300 тысяч исследованных детей, которые до 3 лет вообще телефоном не было. И у них вот эта когнитивная гибкость, саморегуляция на очень высоком уровне. Мы также исследовали билингвальных детей. То есть до 3 лет нельзя телефон До давать? 3 лет вообще желательно Ни вообще, телефон, ни планшет ни не телефон, давать. ни планшет, потому что вот именно ученые сегодня доказали, вот у нас в Якутии Национальный центр медицины, Станислав Николаевич Жирков приглашал большого ученого, Александр Яковлевич Каплан, он занимается лабораторией нейрофизиологии, вот им с точки зрения биологии изучает мозг человека, он 100% сегодня уже наука знает, что именно мозг, его нейронные нервные окончания растут только до 2 лет. Если мы до 2 лет с ребенком не занимаемся, не разговариваем, не массируем его руки и так далее, то мы просто создаем такие условия, что его мозг не растет. После 2 уже мозг не растет. Там только идет усиление так называемых нейронных связей, и больше нет. И мозгом надо заниматься. У мозга нет понятия. Мозг не терпит вакуума. Мозг не терпит простых задач. Мозг должен каждый день. Это то же самое, как и мышца. Каждый день должна тренировать. Не тренируешь, вот получаешься, как я. Большой, толстый и так далее. И мозг тоже. Мозг тоже надо тренировать, каждый день читать, размышлять и так далее. Тогда ты вот... Кстати, шахматы в последнее время, ученые тоже много говорят, что и деменцию можно победить, и вообще когнитивные функции сохраняются у людей, практически не болеют никакими вот такими интеллектуальными заболеваниями, те, которые играют в шахматы всю свою жизнь. Ну вот вы дошкольникам тоже шахматы внедряете? Мы тоже внедряем дошкольникам шахматы, и музыку, и рисование. Это те компоненты, которые вот именно обеспечивают развитие мозга как такового и готовят к освоению более сложных предметов, как математика, русский язык и много-много другое. А со скольки лет можно в шахматы играть? Да хоть с 1,5 лет, вообще без проблем. С элементарных маленьких комбинаций показывать, почему нет. Ну, конечно, желательно это с 3-4 лет показывать, как это делается. С 1,5 лет, это, конечно, я утрирую. Играть должен ребенок, общаться должен ребенок. И вот сегодняшняя проблема родительства и общения с детьми – это детоцентричность нашего общества. Ребенок стал очень замкнутым, ребенка не трогайте, ребенок учится, главная его задача – на улицу лишний раз не выпускайте, на улицу холодно, на улице преступники, на улице бандиты, на улице его обидят, там он упадет, он замерзнет, он его учится, ничего не делает. А вспомните, как мы с вами в детстве воспитывались, да? Ну-ка, ты быстрый, одна нога здесь, одна нога там, пошел, сделал и так далее. Когда ребенок что-то делает, какие-то социальную функцию делает, его похвалят. Пошел, нашел добычу какую-то отец, пошел, иди, говорит, бабушке отдай, тетушке отдал, соседям отдал. Он пошел, и это дает, и его сосед тем, кому он принес, радуется, поцелуют, погладят, похвалят. И он уже начинает чувствовать, что он полезный, что он выполняет функцию, что он часть общества. И он с улицы уже начинает людей знать, со всеми здороваться. И вот тогда у него с самого детского возраста начинает понимание, что он часть этого общества, что он полезный, что он, если что-то сделает хорошее, люди улыбнутся, потому что ребенок всегда стремится к чему-то хорошему. А сейчас нет. Лишь бы ребенка не трогать, лишь бы он учился, лишь бы ЕГЭ сдал. И вот это отключение его от социального контекста нашего общества, это и есть гибель человека как социального. И вот отсюда начинается замыкание в себе, гаджеты и так далее, и тому подобное. А я вас правильно поняла, что если есть возможность ребенка в садик не отдавать, нужно сидеть с ним дома? Нет. Или все-таки нужно отдать садик для социализации, для подготовки к школе? Надо ребенка отдавать максимально в садик. Во всем мире бьются. Вы знаете, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, даже в Китае садики все платные. И не каждый себе может позволить себе это. И Джеймс Хэкман в 2000 году получил Нобелевскую премию по экономике, доказав, что инвестиции в дошкольное образование дают до 40%
эффективности по сравнению со всем периодом. Сколько угодно в школу не вкладывай, сколько угодно в вуз не вкладывай, а вот детский сад самый хороший, потому что он сравнивал детей, которые ходят в детский сад и которые не ходили в детский сад. И те, которые ходили в детский сад, до 40 раз они успешные в своей жизни имеют большие доходы. Так, подождите, но вы же себе противоречите. Вы же сказали, что у безработных родителей дети, по вашему их исследованию... дети тоже же ходят в детский сад. Мы исследовали тех детей, тоже которые ходят. только в детский сад ходят. Да, просто потому, что они больше времени проводят С с детьми. родителями. Те родители, которые То есть работают... у них и детсад, и да, родители. и те родители, которые работают, они приходят бедные с работы и говорят, я устал, лишь бы меня не трогать, дай телефон, дай На это, тебе планшет. и все, и сидит. Потому что, ну, к сожалению, динамика жизни такова, что вот очень сегодня стало все быстро, как-то сложно, эмоционально сложно. Ну, каждый же так живет. Я, конечно, в какой-то степени понимаю этих родителей. Я сам порой так делаю, что вот хочется полежать, отдохнуть. Так, ну, значит, до 3 лет планшет нельзя, садик нужен. А вот есть сейчас узконаправленные школы, математические, гуманитарные, и зачастую уже с 1 класса. Ну, там гимназия, гуманитарная и так далее. Вот насколько это оправдано в таком возрасте уже определять... Совершенно неплохо. Сегодня вообще идея раннего развития ребенка показывает, что совершенно неплохие результаты, но это не означает, что мы должны прямо все пичкать, высшую математику с начальных классов, закончить 13 лет школу, потом пойти в вуз. Вы знаете, мы знаем много примеров, когда в 13-14 заканчивают школу с золотой медалью, ЕГЭ сдают прекрасно, идут в вуз и там играют в куклы, потому что детства не было. Природа всегда догоняет, природа всегда догоняет. Поэтому гармоничное развитие, это говорит о том, что ребенок и играть должен, и учиться должен, и читать должен, но это не означает, что он не умеет или не может. При этом есть сегодня все-таки образование говорит о том, что надо подходить индивидуально к ребенку, потому что один ребенок, он к 10 годам хорошо откроется, другой к 12 годам откроется, а другой в 7 лет очень хорошо. Также некоторые дети в 5 лет начинают читать, а другие в 7 лет затрудняются читать. Но это не означает, что если ваш ребенок в начальных классах плохо учится, плохо концентрирован внимание, что он будет успешно, неуспешно академическим человеком. Вот я, например, лично в начальных классах вообще говорили, что очень слабенький ребенок, и были другие дети, которые намного сильнее считались и так далее. Но у меня интерес к школе и так далее появился, наверное, к классу 8-му, 7-му, ну и учителя появились другие. И создание вот той среды успеха, которая у меня возникла, оно вот дало вот такой результат. Это на моем личном примере. И таких примеров много, которые мы изучаем тоже с точки зрения объективной науки, а не субъективно одного-двух историй человека. Поэтому все-таки надо обращать внимание, обращаться к специалистам. Специалистов очень много. И прежде всего к тем специалистам, которые у вас в детском саду, в школе, не бояться, и не принижать их достоинства, и не говорить, что они ничего не знают. Они знают, но и им смело сказать, ну, вы не справляетесь, посоветуйте, может быть, кого-то другого. И, ну, как-то вот по-человечески относиться. Тогда, думаю, какой-то результат будет, потому что все-таки мы все профессионально в этой среде общаемся, и мы знаем, что где хорошие логопеды, кто хороший дефектолог, кто хороший психолог и так далее. Это очень важный момент. Сейчас вот в последнее время часто говорят о том, что советская система образования самая лучшая в мире. Говорят о возврате к советской системе образования. Ну вот, в частности, про отмену Болонской обсуждают и так далее. А вот к дошкольному образованию это относится или нет? Конечно. Вообще система образования нашей страны советского периода считалась эталонным. И сегодня все, наверное, не секрет, во всем мире, даже в тех же наших оппонентах, Соединенных Штатах Америки, Китай, самые элитные школы работают по системе советского образования и дошкольное образование. Вообще, обратите внимание, наше государство было очень социальным и остается социальным. Просто, может быть, люди не все видят и не все знают, но вот единственное, только в постсоветском пространстве есть бесплатное дошкольное, бесплатное начальное, бесплатное общее. В Китае, в США это все платное. Поэтому и методики у нас самые... Вот про методики я И говорю. методики у нас самые хорошие. Например, сегодня вся Европа и весь мир обратилась к Выготскому.
о его психологической доктрине воспитания человека, как историко-культурных подходов. А у нас еще есть Николай Евгеньевич Веракса, который говорит о пространстве детской реализации. Думаю, они еще дойдут через 20-30 лет к этому. Но, с другой стороны, Советского Союза же ведь у нас уже больше 30 лет как нету. А наверняка дети меняются. Но вы же их исследуете. Конечно, Они же другие. Совсем другие. Чем они отличаются? Сейчас вот больше, например, родители жалуются на то, что действительно ребенок трудно сосредоточиться. Трудно собрать внимание. Это Есть все влияние гаджетов. Это все влияние гаджетов. Это все влияние отсутствия, меньше общения родителя с ребенком. Надо сказать, что вообще детский возраст увеличился по сравнению с 20-30 лет назад. То есть детство стало достаточно большим. Мы можем сказать и до 13 лет детством и так далее. Если в 16 лет уже в советском периоде был уже взрослый человек, а у нас детство до 13 лет. Вы можете себе представить? Период продлился. Вот такой. Ну, у нас и молодость продлилась, сейчас официально считается по ВОЗу уже до 40 лет, по-моему, да, молодость. Да. Но это развитие науки, медицины и так далее. Продолжительность жизни увеличивается. Да, продолжительность жизни, конечно, безусловно, увеличивается. И с этой точки зрения нам необходимо все-таки обратить внимание на то, что прежде всего поменялось общение родителей с ребенком, отношение к ребенку. Мы видим его как вот некий инструмент, машина, который должен много читать, много научиться, много учиться, получить образование, хорошо сдать ЕГЭ. Мы за этим порой не видим личность, которую воспитываем, у которого есть чувства, у которого есть эмоции и так далее. Вот почему мы очень часто слышим такое слово, как гармоничное развитие. И это все возможно только если мы поймем, что мы воспитываем ребенка на своем примере. И самый главный педагог, самый главный учитель – это родитель. Только смотря на то, если ты стоишь, куришь, пьешь, и ты стоишь гаджетом, все время сидишь в телефоне, смотришь социальную сеть, и при этом ребенку запрещаешь, у него образуется в голове устойчивое понятие, любое действие вызывает противодействие, во-первых, да? Что вот наоборот хочет, а вот у него хорошо, вот, или когда я вырасту, я буду делать как он, и я вот наконец-то сам это сделаю, наконец начну курить, наконец начну пить, наконец-то начну сидеть в телефонах сутками, как он, понимаете, вот у него вот этот нарушается баланс, когда вот, то есть полностью запрещать тоже нельзя, посмотрел, положил, договариваться, очень важный момент, или очень многие родители, как мы заметили, они не показывают, что они сидят в телефоне, или они сразу объясняют, что телефон – это для чтения, для новостей, для вот этого. Ты новости умеешь читать? Я вот прям очень помню, одна мама вот такая хорошая. Ты же телефон можно? Говорит, а зачем? Ну, посмотреть. А что посмотреть? Ты новости умеешь читать? Ты это умеешь делать? Нет. Ну, тогда все. Потому что телефон... И у него устойчивое понятие у 3-летнего ребенка, что телефон для новостей, для сотовой связи, для передачи информации и так далее. Ролики вы мне показывали, да, в ТикТоке? Да. Нет, ему объясняют, что вот они показывают функцию. Когда ребенку объясняешь, показываешь, они просто идут эмоции. Нельзя и так далее. А почему нельзя? А почему это нельзя? То есть ребенку надо объяснять, говорить, доказывать. И только тогда он что-то поймет и получит, и начнет что-то делать. И, к большому сожалению, наши исследования также показывают, что дети в Якутии в 2,6 раза сидят больше в телефоне по сравнению со всей Россией. До 72 часов в неделю. Вы можете себе представить? 72 часа в неделю дети сидят в телефоне. При этом... А почему? Потому что зимой больше делать нечего? Да, говорят, что зима, выходить нельзя. Говорят, родители на усталость, занятость и так далее обращают на это внимание. Во всей России родители, наверное, заняты. Да, естественно, во всей России. Но при этом в Москве столько не сидят. В Кавказских регионах вообще телефоном не пользуются, в том числе в Ленинградской области, в Татарстане, в Башкортостане. Столько не сидят. А Санпин вообще говорит 45 минут в неделю. Вы можете себе это представить? А у нас до 72 часов для детей дошкольного возраста, раннего дошкольного возраста. И еще один факт. Наши родители, вот наши исследования тоже убедительно показывают, что они очень лояльны. Что смотреть ребенку, сам ребенок решает. Контроля минимальный. Очень добрые стали родители. Вообще
якутские родители стали очень добрыми, в отличие от русских родителей, кавказских родителей, Татарстана, Башкортостана. Там очень жесткие правила, которые за ним следят. Это тоже на самом деле нехороший знак, потому что все-таки взрослый человек – это вот эталон человека, да, для ребенка, по образу и подобию которого ребенок растет, он должен все-таки показывать, смотреть, наблюдать и разрешать, что можно, что нельзя. Это очень важно. Это тоже процесс воспитания будущего человека, большого человека. А так, если все дозволено, они все смотрят, это не есть хорошо, потому что в интернете очень много деструктивного, очень много. А кому из детей стоит работать с психологом? Или занятия психологом вообще всем нужны, и не надо этого бояться? Вообще нельзя бояться, потому что мы сегодня наблюдаем большое увеличение различных, так скажем, расстройств, в том числе даже вот эта вот невнимательность, невозможность сосредоточиться. Вот мы прям видим, что по годам увеличивается и увеличивается. Очень много логопедических проблем, на которые родители не обращают долго внимания. И пройдет. Вот сахаута, якутский ребенок поздно начинает говорить, очень часто такие убеждения и так далее. Нет, надо вовремя обращаться, вовремя говорить. Надо понять, что психология и психолог – это же не психотерапевт, который занимается, да, людьми, которые имеют определенные заболевания. Он занимается общей диагностикой развития человека. И он прекрасно понимает, что к году ребенок должен произносить такое-то звуки, к 3 годам уметь вот это, к 4 вот это, к 5 понимать эмоции, разбирать, отличать цвета и так далее. Поэтому, если вы хотите гармонично, вовремя понять, где, может быть, у вас есть определенное отставание или, наоборот, слишком опережение. Как это опережение потом поддержать? Потому что слишком большое опережение. А вот это опережение, кстати, стоит его вообще добиваться и поддерживать? Нет, я считаю, поддерживать нужно, добиваться прям сильно не надо, потому что идет перенасыщение. Бывает же так, что ребенка к школе так хорошо подготовили, что ему там становится уже скучно, он все знает. Совершенно неинтересно, не скучно, и начинается обратный процесс совершенно. Мы такое тоже наблюдаем и видим, поэтому все должно быть гармонично. Не надо спешить никуда, спешить жить не надо, жизнь не так без этого, как говорится, коротка. Поэтому надо насладиться каждым этапом жизни. И тем более самым счастливым – это детством. Когда человек самый счастливый? В детстве самый счастливый. Это детство могут сделать только родители. Вот в этом плане я бы еще, знаете, какую тему затронул? Исследуя детство, мы видим, что все-таки счастливые дети, гармонично развитые, хорошие дети при счастливых родителях, особенно мама. Вот когда мы видим, что мамочка, она здорова, она счастлива, она полноценна во всем, да, тогда и дети хорошие. Поэтому папой надо в этом плане сделать все. При этом мы не видели ни одного такого, скажем, мама все-таки очень влияет. Даже когда мы говорим о языках, сначала ребенок должен заговорить на языке матери. Поэтому у нас и это лажа называется. Да, и поэтому я бы даже предложил задуматься вот властям региональным, и муниципальным, подумать о программе «Счастливое материнство». Вот очень часто отцы порой не понимают, и они оставляют женщину с ребенком один на один. А это очень сложно, особенно когда только рождается ребенок. У него и колики, у него и адаптация, он и не спит много, он ночью много раз просыпается, и мама много недосыпа и так далее. И начинается депрессия. Депрессия бывает продолжительная. Эта депрессия длится годами, до 5, до 6 лет от элементарного невысыпания матери. Она рождает первого ребенка, через 2-3 года рождает второго ребенка, а в лучшем случае третьего ребенка. И это вот продолжается очень долго. И вот мы наблюдаем вот тех пап, которые вот так отстранились. Мы зарабатываем деньги, мы это делаем. Иванович, у нас буквально минута до конца эфира остается. У меня такой последний вопрос. Дети – это вот лакмусовая бумажка нашего общества, поскольку вы детей изучаете, да? А вот малыши в Якутии, какие они, какие черты общества
олицетворяют? Ну вот Очень, коротко. очень одаренные. Наши дети по сравнению с другими детьми очень одаренные, очень когнитивно развитые, очень вообще в этом плане хорошие. Наша главная задача родителей понимать это, поддерживать всю свою жизнь. И каждая мама должен понимать, что они самые главные, мама с папой, и не школа, и не детский сад в этом. Они все дадут вам. Но самое главное, это вы своим примером. И о школе и детском саду я обращаю внимание на каждого ребенка. Каждый ребенок одаренный, но надо постепенно смотреть и подходить к нему индивидуально и сделать так, чтобы каждый ребенок нашел себя в системе образования. И в этом плане, мне кажется, вот проекты, программы развития детской одаренности каждого ребенка могли бы помочь вообще воспитать новое поколение новых якутян, которые бы совершенно по-другому подходили к своей республике, как к своей родной земле, где они самые главные. Что, спасибо вам за интересную беседу. Желаю успехов в вашей работе, в развитии дошкольного образования, в развитии детей. На этом выпуск «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.